5 достоинств утреннего намаза. Лучше, чем весь мир. Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: 2 ракята желательной молитвы сунной, совершенные перед утренним намазом, лучше, чем весь этот мир и все, что в нем есть. А великую награду за обязательную молитву фаджр человеку невозможно даже представить. Покровительство Всевышнего. Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: совершивший утренний намаз находится под защитой Аллаха. Такой мусульманин может рассчитывать на особую защиту Всевышнего от любого вида вреда на протяжении всего дня до наступления следующего утра. Награда как за целую ночь, проведенную в молитве. Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: совершивший утренний намаз коллективно подобен оживившему всю ночь. Обретение рая. В хадисе сказано: не войдет в ад ни один совершивший намаз до восхода солнца и до его заката. Награда как за хадж. Согласно изречениям, хадисам пророка, мир ему, поминание Аллаха после утреннего намаза приносит награду как за целый хадж и умру. Всевышний в Коране говорит: «О те, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром». Важно помнить, что в утренние часы шайтан вместе со своей сворой бросает всю свою силу против человека. Сперва в ход идут наущения вроде «поспи немного, время еще есть». Цель – заставить человека пропустить благословенное время. Кстати, наше эго, нафс, помогает шайтану в том, чтобы человек не смог преодолеть сложный психологический барьер. Затем враг человечества одолевает вставшего на молитву мыслями о правильности совершенного омовения и раздумьями о мирском. Цель – отвлечь от намаза. После молитвы человек подвергается сомнениям в искренности его поклонения. Цель – свести к нулю все совершенное ранее, чтобы ослабить веру, иман. Мусульманин должен стремиться быть стойким и после намаза украсить утреннее время чтением священного Корана. Аллах сказал: совершай намаз с полудня до наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях, ангелах.